начнем очередную нашу медитацию. Суккути Кабир. Великая медитация. Великая в том, что мы не только затрагиваем свой внутренний мир, но мы еще работаем с первоэлементами в классической форме. И в современных пониманиях мы работаем с обществом, мы работаем с людьми, мы работаем с космосом и сознанием космоса. Поэтому такая медитация очень широкая, охватывает все суть жизни. Поэтому многие не могут понять, о чем идет речь. Они могут дать свое внимание на то, что, например, как говорит. Но что говорит, мало кто обращает внимание. Поэтому мы сосредоточимся на то, что говорим. Содержание высказываний. Начнем с именем Бога. Мы просим у Него защиты. Потому что в мире есть вещи, которые мы не видим и не чувствуем. Но они могут навредить. Есть, например, волны, которые в состоянии особое, где мы входим в медитацию, могут повлиять на нас. Поэтому бывают моменты, когда просто подсознание открывается и говорят, что в этих случаях злые духи, или мы сейчас говорим, отрицательные волны, несущие разрушительные информации, могут входить в подсознание. Говорят, что это бывает, когда человек слишком весел, когда человек слишком грустный, когда человек совершает какие-то неправильные дела, где его мораль на него давит. Естественно, бывают моменты, когда человек просто не знает, что делать. Лезет в те вещи, которые он не понимает. Поэтому, когда вы медитируете, хотите научиться, пожалуйста, слушайте своего инструктора, устода, учителя. Потому что вхождение в состояние медитирования – это когда человек просто, не зная ничего, уходит в горы, в лес, в океан и попадает в разные нехорошие ситуации, угрожающие его жизни. Поэтому мы просим защиты. Поэтому мы выполняем правильно каждый шаг медитации. Мы сейчас просто будем в состоянии релакса. Лишнее то, что энергетика уходит в мышцах, во внутренних органах, мы его просто забираем. В мозг накапливаем его. Мы знаем, что в виде атеифа там накапливается, и у нейронов головного мозга будут много энергии, чтобы потратить на другие нужды, на другие проекты, которые у нашего мозга есть. Это долгожительство,
это сохранение здоровья, это баланс, это какие-то планы социального характера, духовного или интеллектуального. Поэтому то, что мы есть сознание общественное, то, что учителя, родители, преподаватели нас учат, знакомят нашего мозга с внешней средой, в трехмерном плане, с обществом, и кусочек мозга, так называемое сознание, общественное, пытается управлять этим телом, который миллионы лет имеет информацию, знает, что делать в биологическом плане. Но если человек начнет работать над собой, если человек возьмет себя в руки, если человек будет хозяином своего мозга, то это усовершенный человек. Поэтому мы сегодня с таким маленьким общественным сознанием начинаем влиять на наш мозг. Первым делом мы начнем дружить с мозгом. Наши намерения – это улучшение жизни, помощь себе другим во благо человечества. Вот этого мозг и понимает. Если вы начнете обладать своим мозгом и начнете разрушать эту силу, использовать против людей, против человечества, тогда вся Вселенная будет против. Таких людей и называют колдунами, называют Джадугар, Сехргар. Те люди, которые, зная тайную науку, его используют против людей. Но всегда есть у людей иммунитет. На таком уровне, о котором мы сейчас говорим. И появляются люди, которые знают тайную науку, но они добрые. Они во благо людей работают, защищают людей. Поэтому у нас намерение есть для достижения счастья и блага человечеству. Мы находимся в состоянии расслабления. Мозг начинает лишнюю энергетику, которая, может быть, накопилась в мышцах. У каждого свое напряжение. Это может быть напряжение в области живота, поджелудочной железы, сердца, горла. Это напряжение может быть в глазах, может быть в задней части шеи. В основном, даже если человек часто возбуждается в плане интимных отношений, у него могут быть напряжения в предстательной железе. И таким образом нарушается кровоснабжение предстательной железы и происходит воспалительный процесс с последующими осложнениями. Поэтому даже можно расслабить любую часть своего организма для того, чтобы лишнюю энергетику, которая просто там тратится, и приводит в состояние напряжения и последующее истощение этого организма, сейчас просто забирается, или просто как будто мы с крана уменьшаем, или через реостат уменьшаем поток нервной силы, идущей в эти органы или части тела. Даже есть упражнение,
медитации для того, чтобы сохранить красивое лицо. Как расслабить лицо, мышцы лица и таким образом предотвращать появление морщин. Но имеет некоторые осложнения. Если люди в этом плане не будут слушаться инструктора, потому что есть некоторые болезни, которые противопоказаны в таких случаях. Но в нашем случае, думаю, просто мы расслаблены, чувствуем энергетику Земли, чувствуем энергетику Солнца. Свет такой теплый, светлый от Солнца идет через нашу макушку головы в сторону позвоночника и оттуда через крестец идет в центр Земли. И через ног идет энергетика Земли вверх, идет в сторону живота, грудной клетки, спины и поверхной части нашего организма, идет в сторону лица, головы и уходит в сторону Солнца. У нас постоянно этот поток есть. Напряжение становится причиной того, что эти потоки нарушаются. И в человеке накапливается напряжение, таким образом нарушается обмен веществ и появляется заболевание. Если человек часто начнет упражняться этими, многие болезни уходят. Потому что наше тело это дерево, это растение. Растения так и работают. От земли к листьям и от листьев к корням. Мы дышим, дыхание становится причиной того, что мы легкие, наш организм входит в состояние покоя, расслабленности, и постепенно мы забываем наше тело с каждым выдохом. Определенные границы нашего тела растворяются с окружающей средой, и мы чувствуем, что мы просто расслаблены, мы забываем тело, и мы только сознание. Наше сознание связано с общественным сознанием. Если в головном мозге есть около 100 миллиардов нейронов, а 20 миллиардов они активнее, еще несколько слоев, которые находятся в состоянии деактивации. Если человек получает больше информации, они начнут активироваться. Если он начнет правильно жить, то эти нейроны будут работать, и в старости лет у человека не будут проблемы с сознанием или с памятью, или со старением. Просто у нас очень огромное количество этих нейронов. А в обществе то же самое. Возьмем наше общество, Таджикское, Республика Таджикистан. 8 миллионов людей. И у каждого есть свое сознание. Наши сознания соединены информационным потоком, который мы просто их не видим. Это называется общественное сознание. Менталитет народа способствует появлению эгрегора, определенной информационно-энергетической ауры, которая находится над республикой. И каждый житель, гражданин республики связан с этим эгрегором. Его называют ангелом, хранителем таджикского народа и фариштей Миллати Таджик. Кто как думает, очень важно.
Какие мысли у людей очень важны. Если преобладают отрицательные мысли, в обществе будут всегда плохие отношения. Это способствует тому, что не будет прогресса. Но мы знаем, что в нашем обществе есть больше положительного. Менталитет у нас очень хороший, гуманный, с надеждой. Мы просто думаем, как помочь другим, как сделать, чтобы нашим близким, нашим знакомым было хорошо. Поэтому многие наши таджики жертвуют собою, неся благо другим, сгорая сам, светя другим. Это и есть принцип нашего народа. Мы знаем, что в прогрессе науки, философии, религии наш народ имеет своих пророков. Наш народ дал миру очень много ученых. Газис, Фараби, Авиценна, Рудаки, Гафис, Сади, Мавлана, Даниш, Туград, Эйни, Турсунзада, Ануат, Ноих, Забихуллах, Рустам, Фарзана. Эти люди постоянно держали на уровне гуманизма мышления нашего народа. И другим народам тоже учили, что как правильно мыслить, чтобы достичь духовного состояния. Мы связаны с обществом. Наши мысли, наши эмоции, они влияют на окружающую среду. И окружающая среда заставляет нас мыслить как. Если большинство людей с преобладанием какого-то мысли, идеи начнут влиять на менталитет и на эгрегор, то по закону большое захватывает маленькое. Таким образом, эта идея будет реализоваться. Даже возьмем идею времен Советского Союза, построения коммунизма. Настолько этот эгрегор был жестоким и жестким, что любое мышление, которое не соответствовало этим эгрегорам, подавлялось. Поэтому не только люди, но и идеи борются. И самая лучшая идея – это идея справедливая, гуманная, созидающая, способствующая миру, созиданию, согласия и процветанию. Слава Богу, у нас такое в данный момент состояние, где идея гуманизма и добра превосходство имеет над другими идеями. Это наш золотой период, где мы создаем и себя, и свое общество на те потребности, которые в мире есть на данный момент. Гуманизм, справедливость. И когда мы от общества берем то, что нам необходимо,
когда мы сейчас понимаем, что мы связаны с информацией, мы связаны с энергией общества, семьей, с людьми, с которыми мы часто общаемся. И это и есть тот связь, который постоянно дает нам силу, веру. И способствует тому, что мы начнем работать с командой единомышленников. Командой, которая хочет создать некие условия для процветания других людей. Создание условий, которые необходимы каждому человеку. Но если внутри команда, то вокруг нас тоже будут люди, которые хотят чего-то сделать для себя, для других. Поэтому мы ощущаем, чувствуем энергетику нашего общества. Мы чувствуем, как народ думает, что надо народу. Мы чувствуем общество, куда идет, к чему стремится. Но мы часть этого общества. Народ всегда прав. Если будет образованным, расслабленным и находится в состоянии покоя, и через нас идет не только космическая энергия Солнца, Земли, воздуха, и вода у нас в виде крови циркулируется хорошо, нормально, наш организм питается, но и мы связаны с обществом, в обществе, в котором мы живем. И мы знаем, что мы любим своих близких. Мы знаем, что мы творим добро. Мы живем ради кого-то. И кто-то живет ради нас. Мы знаем, что это и есть жизнь. Это и есть взаимосвязь. Это и есть того, чего люди хотят. Созидание, сотрудничество, сознание, соединение. Мы знаем, что если одного человека знаем хорошо, то мы знаем весь мир. Люди не бывают плохими. Условия, которые вокруг них есть, не сделает их плохими. А условия создаются мыслями, эмоциями. Поэтому, если мы доброжелательны к другим, мы желаем того, чего хотим сами, другим тоже. Если мы в состоянии помочь людям, если мы готовы сделать правильно свою работу, которая любая работа это для других, то тогда вокруг нас тоже такие люди будут, которые будут помогать и делать. Но если мы будем ждать, что если мы делаем добро и нам должны делать, то это приведет к разочарованию. Поэтому ради добра делают добро. Мы внутри добрые. У нас есть хорошие намерения. У нас есть пожелания другим людям, доброте, счастья. Мы знаем, что мы не можем без людей. Поэтому никогда не будем говорить, что этот человек плохой или хороший. В людях есть две стороны. Кто как работает, какую сторону к себе притягивает.
Просто внутри мы знаем. Мы хотим добра людям. Мы просто хотим делать свою работу, которая улучшает жизнь других. Становится причиной того, чтобы люди начинают усовершенствоваться. И в плане здоровья, и в плане личностной карьеры, и в плане ощущений счастья. Когда человек с такими принципами живет, у него постоянно будут вырабатываться гормоны, счастливые гормоны, дофамины, эндорфины, кетохоламины, что и становится причиной хорошего настроения, хорошего тонуса тела и отличного мышления, позитивного, который создает правильную позицию человека в обществе. Мы знаем, что являемся одной клеткой того общества, где мы живем. В Таджикистане есть единый организм. И таким образом мир, весь мир, где несколько миллиардов людей живет, и есть единый организм. И каждый народ играет свою роль. А у таджикского народа есть позиция духовная. Мы люди книги, Писания. Мы осознаем свое положение в мире. Наш президент тоже несет мир, добра по всему миру. И это есть отражение духовной стороны нашего народа в его лице. Мы теперь знаем, что у нас есть сила общественная, потому что мы желаем добра, мы знаем, что являемся частью этого общества. Теперь у нас не будут конфликты с людьми. И мы не говорим, что этот плохой или другой. Мы знаем, что делаем. Мы знаем, всякое может быть в обществе. Но мы всегда находим тех людей, которые нам нужны, или мы им нужны. Но мы выполняем свою работу. Каждый человек выполняет свою работу. И это есть правильно и справедливость. Такое состояние, где мы часть общества, где мы осознаем, что делаем. Теперь у нас будут сознательные поступки. Мы знаем, что совершаем добро, защищаем себя. Мы знаем интересы своего народа. Мы знаем, что это жизнь на земле. И мы являемся клеткой нашего общества. И каждая клетка, если выполняет свою функцию, то обеспечивает здоровье, счастье и процветание. В каком духе мы открываем глаза?